Андрей Анатольевич, скажите, пожалуйста, кого вы могли бы назвать своим любимым учителем, либо любимыми учителями? Ну, конечно, я уже говорил об этом, что учителя — это наши вторые родители. Вот. Я хочу в этой связи, конечно, вспомнить свою первую учительницу. а, Парамонову Рамонову Ольгу Петровну. Ольгу Петровну, да. Видите, уже память мне начинает отказывать. Хотя, вот. Значит, я хочу вспомнить Юлию Сергеевну Слюсареву. Значит, хочу вспомнить Корычеву Дмитриевна. Мария Дмитриевна. Она у нас немного нас учила естествознания, но обществознание. Вот, обществознание. Тамару Васильевну Дубовицкую, Додор. Да, Дубовицкую. Ну и был такой случай в моей жизни. К нам пришла новая учительница, ей было 21 или 22 года, Зоя Николаевна из Кускова. Учитель литературы и русского языка. И вот тогда, конечно, в моей душе, в моей, так сказать, жизни произошли важные события. Я стал читать благодаря ей и писать стихи. И на уроках я даже писал стихи, посвящал их ей. Одно шуточное такое. К нам приехал двукратный олимпийский чемпион Николай Бажуков, а это был ее какой-то родственник. Вот. И вечером они там, видимо, гуляли по поселку. А на утро я написал ей стихи. «Милая Зоя, не надо нас бранить, нас ругать. Есть истина и отрада с Колей Бажуковым гулять». Зоя Николаевна, конечно, очень рассмеялась, у нее был задорный смех. Она, к сожалению, умерла недавно. Вот. И поставил мне 5 вот, в этот день. А вообще, конечно, уже доходило до того, что я в стихах чуть ли не признавался в любви. 14-летний мальчик написал ей такие стихи. Но здесь надо сделать поправку, потому что мне было тогда всего 16 лет или 15. Вот. Сейчас вспомним. Поставь на паузу. Сейчас Нет. Давай сделаем следующее. В следующий раз допишем. Царство небесное всем ушедшим учителям.